ставленники польско-фашистской реакции, эти люди надевали на себя маску демократов и претендовали на то, чтобы управлять Польшей. Они называли себя подпольным советом министров. Они собирались играть важную роль в Европе, вести переговоры с правительствами европейских и американских государств, сколачивая блок против Советского Союза. Вместо этого им пришлось отвечать перед судом за свои кровавые преступления, совершенные против Красной Армии, освободительницы Польши, против общего дела Объединенных Наций. Генерал Леопольд Богуницкий, организатор и военный руководитель террористического подполья. Я, Станислав Янковский, заместитель премьер-министра польского лондонского правительства, уполномоченный в качестве главы подпольного совета министров. Его заместитель Адам Бень, член президиума партии Странства Людовых. Министр подпольного правительства Станислав Языкович, член президиума партии Странства Народовой. Председатель подпольного парламента, так называемой Рады Едности Народовой, Казимир Пужак, генеральный секретарь ППС, партии польских социалистов. Вице-президент подпольного парламента Александр Свежинский, председатель партии Странства Народовой. Багинский, Мерзба, Степулковский, Черновский, Хацинский, Урбанский, Михаловский, Кобылянский, Темплер, Домский. Суд идет.